В современном мире на счету каждая секунда. Вы можете сэкономить... Международный день защиты детей. И в этот день мы проводим заключительный этап нашей акции «Любимая игрушка». Сегодня первыми к нам в студию пришли Республиканская политическая общественная организация «Конгресс Якутии» и ее представитель, председатель Союза молодых юристов республики Платонов Илья Станиславович. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Илья, скажите, пожалуйста, ваша организация, как она намерена сотрудничать с молодежью и с детьми? Значит, наша организация, ее полное название звучит как Республиканская политическая общественная организация «Конгресс Якутии». И вот очень много людей, когда в названии той или иной организации видит слово «политическая», думает, что эта организация озабочена только своими проблемами, то есть проблемами политики и борьбы за власть. Тем не менее, хочу напомнить и предостеречь жителей республики от такого одностороннего подхода к нашей организации. Дело в том, что основная цель нашей организации – это защита интересов всех граждан республики, а дети, молодежь и вот именно в первую очередь дети являются полноправными гражданами нашей республики, поэтому работа в этом направлении является одной из приоритетных. И хочется воспользоваться моментом и поздравить всех детей нашей республики с этим праздником. У нас сейчас в наше время не так много для детей праздников проводится, и вообще жизнь не располагает к таким ситуациям. Однако вот хотя бы вот этот день, что есть он в году, это уже очень хорошо, и наша менция не могла его пропустить незамеченно. А те молодежные и детские организации, которые, допустим, захотят каким-то образом сотрудничать с вами, что они должны сделать? Самое главное – это желание. То есть и в этом случае мы сами, наша организация, ее коллегия, как руководящий орган, выходит на контакт, сделать все возможное, чтобы идеи нашей организации были распространены не только среди взрослой части населения, но и среди молодежи. И еще раз повторяю, в особенности детей. То есть мы сами заинтересованы в этом сотрудничестве, и никаких цензов, никаких препонов для работы детских организаций мы создавать не будем. Только взаимное сотрудничество и поддержка с нашей стороны всесторонняя. Это на заметку тем организациям, которые нуждаются, так сказать, в старшем товарище. Итак, приступаем к розыгрышу. Письма кладем в барабан. Достаем первое письмо. Значит, это письмо пришло из Медино-Кангаласского улуса, село Сымаха, от Жирковой Леночки. Так, Да, о чем пожалуйста. мечтает Леночка? Она поздравляет нас с новым 2000 годом. Спасибо большое. И хочет получить большую плюшевую белого, как снег, медвежонка. Писала письмо ее сестра. Поздравляем, Леночку. Поздравляю. Так, дальше. Нет, еще раскручивай. Стоп. Так. Это письмо пришло от Денисовой Инны, живущей в городе Якутске. Итак, Инна мечтает. Значит, Инне 9 лет, она также поздравляет вашу передачу с Новым годом, а мечтает на Новый год какую-нибудь игру. Хорошо. Да. Мы обязательно исполним твое пожелание. По возможности постараемся исполнить. Так. Так, и, наконец, это письмо пришло от Абдулаевой Зебо, или Зебо, я прошу прощения, из Вилюйского улуса, село Лякичом. Угу. Так, в принципе, очень приятно, что доходят, в том числе из достаточно отдаленных улусов, письма сюда. Зебо, я еще раз извиняюсь, прислала, в принципе, даже такое живописное полотно вашу передачу. Это вот так, да? Как она хочет группу Барби.
От лица нашей программы я еще раз благодарю Республиканскую политическую общественную организацию «Конгресс Якутии» за то, что они помогли в осуществлении ваших желаний, ребят. Мы, в свою очередь, еще раз поздравляем всех детей, которые стали обладателями призов от нашей организации. И в дальнейшем будем продолжать сотрудничать с программой ТОН. И думаю, что мы сможем, в принципе, рано или поздно исполнить желание всех детей нашей республики. На нашу просьбу принять участие в телевизионной акции «Любимая игрушка» откликнулось также Министерство по делам малого предпринимательства и развития занятости Республики Саха-Якутия. И к нам в студию пришел заместитель генерального директора Фонда по поддержке предпринимательства Охлопков Роман Федорович. Добрый вечер, дорогие дети. Итак, Роман Федорович, приступаем к розыгрышу. Для этого мы письма кладем в барабан. Достаем первое письмо. Письмо Письмо пришло. из города Якутска. Нет. Кангаласский область, поселок Пингулев, Говорова, Василиса. Так, о чем мечтает Василиса, сейчас мы узнаем. Василиса учится в 1 классе и мечтает о приставке Дэнди. Мы поздравляем Василису. Так, дальше. Все? Это Город письмо Покровск, Федорова, Кристина. Федорова Кристина. Меня зовут Кристина, я учусь в 5 классе, мне 10 лет. Я люблю рисовать и играть в шашки. И желание это иметь куклу Барби с домашним набором. Поздравляю. Поздравляю. Последнее письмо. И третье письмо. Письмо пришло. Егоров Николай, город Якутск. Так, Николай мечтает. Пишет вам Егоров Николай. Мне скоро будет 4 года. Я хочу большое лего. А день рождения у меня будет 4 февраля. Ну вот с небольшим опозданием, но мы подарим тебе лего. Итак, от лица нашей программы я хочу еще раз поблагодарить Министерство по делам малого предпринимательства и развитию занятости за доброту и отзывчивость. Спасибо. В сегодняшней игре победили Федорова Кристина, Говорова Василиса и Егоров Николай. Я их от всего сердца поздравляю, и особенно от имени Министерства малого предпринимательства, от Фонда поддержки малого предпринимательства поздравляю этих детей с такой удачей. Желаю им счастья, здоровья. У нас в студии министр по делам молодежи Республики Саха-Якутия Константин Афанасьевич Борисов. Добрый вечер. Итак, начинаем розыгрыш. Начинаем. Письма кладем в барабан. Конечно. А вы в детстве верили в исполнение желаний? Нет, я всегда мечтал посмотреть, как вообще исполняются мечты, да. Ну, на этот раз уже сам как бы исполняю мечты детей. Ну, приступим. Ага. Вот так. Да. Кто у нас будет первым счастливчиком? Иванова Люся, Верхнеуральский улус, село Намцы. О чем мечтает Люся? У нас, значит, мечтаю. Плюшевая мишка. Здравствуйте, тетя из телевидения, пишет Люся. Да. Мечтает о плюшевом мишке. Поздравляем. Люся, теперь ты будешь иметь большую плюшевую мишку. Так, начинаем. Еще
Письмо пришло. Это Винокурова Настя, город Якутск. Так, здравствуйте, дорогая редакция. Настя учится в 1 Б-классе, 23-я школа. Она маленького тигренка. Вот. Надеемся, игрушечного. Мгм. Настя будет иметь теперь тигренка. Верхневилюйский улус, село Оросо. Так. Ее зовут Борисова Вероника. Она мечтает иметь Вот. плюшевую мишку. Тоже хочет плюшевую мишку. Да, Вероника так что будет тоже иметь большую плюшевую мишку. Итак, от лица нашей программы я хочу поблагодарить Константина Афанасьевича за то, что вы откликнулись на наш призыв и приняли участие в телевизионной акции «Любимая игрушка». Спасибо. Но я хочу детям пожелать хорошего счастья. Теперь уже началось лето. Я хочу, чтобы вы всегда были такими же красивыми, такими же прекрасными, любимыми. Любите своих детей, школу свою и свою республику. Будьте здоровы. Представляем, это фонд «Дети Саха-Азия». В студии у нас специалист этого фонда Пеникина Ольга Николаевна. Добрый вечер. Так, Ольга Николаевна, ну, сразу, наверное, начнем с розыгрыша. То есть письма мы должны положить в барабан. Итак, раскручиваем. Так, стоп. Село Намсы, Монастырево, Белоусова Алена. Белоусова Алена. Итак, о чем Село мечтает Алена? Посмотрим. Я хочу куклу Барби с одеждами. Кукла Барби. Есть первый победитель. Так, еще раз повторяю. Белоусова Алена, село Намсы. Дальше. Стоп. Город Вилюйск, Михайлова. Мягкие плюшевые игрушки. Большого плюшевого мишку. Михайлова Сардана, город Вилюйск. Поздравляем. И это Так, село Барагонцы, Готовцев Павел. Я хочу космический конструктор Лего. Поздравляем Павла. Итак, игрушки, которые подарят вам, ребята, фонд «Дети Саха-Азия», идут в село Намцы, город Вилюйск и в село Барагонцы. Мы поздравляем всех ребят. Кто победил сегодня? Сегодня победили Готовцев Павел, село Барагонцы, Михайлова Сардана, город Вилюйск. И самая первая была Белоусова Алена, село Намцы. Я поздравляю всех победителей этого розыгрыша. И поздравляю всех детей от имени Международного детского фонда «Дети Саха-Азии» с наступающим праздником Днем защиты детей. Желаю вам хорошего и приятного летнего отдыха. Одной из организаций, кто откликнулись на нашу просьбу принять участие в акции «Любимая игрушка», стала финансово-агропромышленная корпорация «Якутия». И сегодня у нас в студии заместитель генерального директора по кадрам, социальным и общим вопросам Петрова Людмила Иннокентьевна. Добрый вечер. Людмила Иннокентьевна, вот 1999 год и 2000 объявлены годами детства и детского спорта. Как ваши предприятия участвуют в мероприятиях этого года? Так, наше предприятие, финансово-агропромышленная корпорация Якутия, принимала самое активное участие, принимает в годе детства и детского спорта. Но прежде всего наш генеральный директор Ефремов Петр Семенович является членом попечительского совета при президенте Республики Саха-Якутия.
Мы, значит, по итогам 99 года за активное участие, значит, в проведении года детства и детского спорта награждены большой памятной медалью года детства и детского спорта. А что у вас запланировано в этом году? В этом году у нас запланировано, значит, ну, из самых таких больших мероприятий, если сказать, это, значит, в наше видение мы приобрели лагерь труда и отдыха. Лагерь будет называться «Родник». И отдыхать в нем будет 180 детей. Значит, мы на первый сезон примем 100 детей из северных улусов. Это из Булунского, Алайховского, Жиганского, Среднеколымского, Нижнеколымского, Кобяйского, значит, которые приедут к нам отдыхать. Мы оплачиваем им обратную дорогу и дополнительные расходы, значит, за дополнительное питание, значит, ну и все другие побочные расходы. Значит, у нас создан детский фонд. Этот фонд у нас создан из добровольных отчислений, значит, наших работников из заработной платы. 2% мы отчисляем и планируем, что вот эти средства мы потратим как раз на детей, на летний отдых, на оздоровление детей, ну и на все другие детские мероприятия. Ясно. Так, итак, мы приступаем к розыгрышу. Письма кладем в барабан. Все положите. Достаем первое письмо. Это письмо пришло из города Вилюйска от Иванова Чазыла. Так. Чагылу мне, ему 6 лет, у него есть 3 сестры. Самую младшую сестренку зовут Даяна. И он просит прислать плюшевого мишку. Так, Ну, здесь, по-моему, еще рисунок. Ну что, Чехыл, я вас поздравляю. Значит, с выигрышем будет вам плюшевая игрушка. Достаем второе письмо. Это письмо пришло из города Якутска от Винокуровой Маши. Так, Маше 3,5 года, и хочет она плюшевую лису. Ой. Машенька, мы тебя поздравляем. Будет тебе плюшевая лиса. Дальше. Плюшевая лиса. Последнее письмо от ФПК Якутия. Это письмо пришло из села Павловска, Мегино-Кангаласского улуса от Капитонова Вовы. Так. Володя учится в 3 классе, и заветная мечта иметь джип с управлением. Ну что ж, Володя, мы тебя тоже поздравляем. Прими от финансово-агропромышленной корпорации Якутия джип С управлением. с управлением. А от лица нашей программы я хочу еще раз поблагодарить ФПК Якутия и ее руководство с тем, что они согласились принять участие в республиканской акции «Любимая игрушка». Дорогие ребята, от коллектива корпорации Якутии я поздравляю всех детей нашей республики. Поздравляю и своего внука Бореньку с праздником 1 июня, Днем защиты детей. Хочу пожелать вам здоровья, растите умными, веселыми, задорными. Хочу поздравить еще и ваших родителей, бабушек и дедушек, чтобы вы их всегда радовали своими успехами. Хорошего, счастливого детства вам. В роли доброго волшебника у нас выступает финансово-промышленная компания «Саха Золото», а в студии у нас главный специалист по работе с драгметаллами Егоров Алексей Михайлович. Добрый вечер, всех и с праздником. Итак, письма кладем в барабан. Давай. Их потом еще и перемешивать будем, да? Конечно. Вам, Господи.
много писем. Без комментариев. Так, начинаем. Достаем первое письмо. Хорошо. Так, давайте, которое ближе лежит, да? Это письмо к нам пришло с село Хатас от Нестерова Саши. Нестеров Саша. Меня зовут Саша Нестеров. Я учусь в 1 А классе Хатасской средней школы. Я хочу получить большую грузовую машину КамАЗ. Саша, мы тебя поздравляем с праздником. И мы обещаем, что мы тебе найдем большую грузовую машину. Конечно, не ту, которая ездит по улицам нашего города, но я так думаю, для тебя она будет самой большой. Обязательно. Саша написал это письмо 6 декабря. Да. Вот. И до 1 июня дождался. Саша, с праздником. Ты обязательно ее получишь. Так, дальше. Это я сюда. Да. Еще раз. Давайте еще в эту сторону. Раз. Ну, пожалуйста. Желание. Добрый волшебник. Я, конечно, не волшебник, я только учусь. Вот конверт. С города Якутска. А нет, извиняюсь, это тот адрес. Вилюйский улус. ПО Ликичон. Почтовое отделение, видимо, А, Ликичон. да, наверное, почтовое отделение. От Новикова Нургустана. Новиков Нургустан. Так, Тут за него еще и сестра написала. Ему 5 лет, и он ходит в детский сад. Он хочет игрушечную автомашину самосвал. Я буду играть очень бережно, пишет Нургустан. И обеспечу хороший уход за своей машиной. Вот у нас сегодня попадают все ребята-автолюбители. Наверное, они когда вырастут, будет достойная смена людям, которые работают в транспортных предприятиях нашей республики. Все грузовые машины. Да, и грузовые машины. Так, вот у нас какие-то такие автомобильные волшебники попали сегодня. Нургустан, мы поздравляем тебя и обещаем тебе, что у тебя тоже будет большая игрушечная автомашина самосвал. Я уверен, что ты будешь бережно к ней относиться. С праздником тебя. И последнее письмо на сегодня. Нет, Последнее. ничего. Давайте прокроем. Представляю, сейчас куча детишек возле экрана сидит, и он думает, «Ну, хоть бы мое, хоть бы мое. Чье-то желание сейчас Да, исполнится. чьё-то. Я думаю, что обязательно твое сейчас исполнится. Вот мы достаем такой большой конверт. С города Якутска он отправлен. От Костромина, Костромин, наверное, да? От Костромина Василий. Василий Анатольевич. Даже совсем, наверное, взрослый ребенок. Посмотрим, что пишет Василий Анатольевич. Он пишет: уважаемые работники программы ТОН, поздравляю с наступающим праздником 8 марта. Вас Спасибо. поздравляет Анастасия с праздником 8 марта. Его зовут Василий, ему 6 лет. Очень взрослый и самостоятельный, уже видно, как тут подписывается. Моя мечта иметь большую машину джип с дистанционным управлением. Но день у нас сегодня точно автомобильный. Василий Анатольевич, я от лица нашей компании поздравляю тебя и заверяю, что в 6 лет ты будешь иметь большую машину джип с дистанционным управлением, а когда ты вырастешь, 26. то я так думаю, когда тебе будет лет 26 или 36, я так думаю, ты будешь хорошо работать на благо нашей родной республики и обязательно заработаешь себе настоящую машину джип. Вот, с праздником тебя. Итак, от лица нашей программы я хочу еще раз поблагодарить финансово-промышленную компанию «Саха Золото» и ее такого разговорчивого представителя Алексея Михайловича за то, что они откликнулись на нашу просьбу и помогли в исполнении ваших желаний, ребят. Спасибо, я думаю, что вы делаете доброе дело. Я поздравляю вас, ребята, всех с праздником. Хотя, конечно, 1 июня – это день для нас с вами, взрослых. Для нас с вами, потому что именно в этот день нам предоставляется возможность, мы стараемся окружить ребенка заботой о его воспитании, о его будущем. Мы поздравляем, финансово-промышленная компания, вот в моем лице сегодня поздравляет всех детей. И надеемся, что мы с вами, взрослые, будем стараться делать так, чтобы этот день был у наших детей как можно чаще. Чтобы как можно чаще мы проявляли внимание, окружали лаской и заботой детей своих, детей нашей республики. Даже в такое трудное экономическое время, в котором мы сейчас с вами живем. И тогда ребенок будет знать, что его любят, и что он растет здоровой, сильной и, я бы сказал, мудрой республики. Наш сегодняшний розыгрыш подходит к концу. И в роли доброго волшебника сегодня у нас выступает также акционерная компания «Алроса». А в студии у нас представитель акционерной компании «Алроса» Мамедова Елена Васильевна. Добрый вечер.
Это, конечно, здорово, что сегодня еще 5 детей поверят в то, что мечты сбываются. Но хотелось бы отметить, что акционерная компания «Алроса» на мероприятие, посвященное году детства и детского спорта, затратила уже более 200 миллионов рублей. Одним из приоритетных направлений деятельности компании «Алроса» является поддержание физического, интеллектуального, культурного уровня развития детей республики. Это очень важно, поскольку компания не просто территориально расположена в республике Саха-Якутия. Руководство компании очень всерьез задумывается о будущем работников нашей компании, о том, кто, в чьих руках будет будущее деятельности компании. И, конечно, очень большое значение придается воспитанию подрастающего поколения. И в связи с этим серьезные программы направлены именно на эти цели. Итак, ну сейчас мы приступаем к розыгрышу. Для этого мы письма кладем в барабан. Даем первое письмо. Давайте, Лена Васильевна. Это письмо пришло? Город Якутск. Нет, так, наверху адрес отправителя. Так, да. Село Павловск, Мегино-Кангаласский, ВУЗ, улица Совхозная, 2. От Капитонова Сережи. Так, и о чем мечтает Сережа? Здравствуйте, я учусь в 5 классе, и я мечтаю иметь компьютер Денди. Мой адрес. Так, ну, мой адрес – село Павловск. Село Павловск. Так, раскручиваем дальше. Так. И второе письмо. Это письмо пришло? От Юлии Крылатовой, поселок Тулагина. Так, и о чем мечтает Юля? Добрый день, меня зовут Юля Крылатова. Мне 6 лет, исполнится в начале лета. Очень хочу его встретить с компьютером Денди. Пожалуйста, если можно, отправьте до моего дня рождения. С приветом и наилучшими пожеланиями, Юля. Получится у нас, видимо, да? Да, до дня рождения. Конечно, отправить. получится. Так. Сдаем третье письмо. От Кардашевского Гоши, село Бердегистях, Горного Улуса. Здравствуйте, поздравляю всех. Меня зовут Гоша, мне 8 лет. Я мечтаю о машине с дистанционным управлением. С Надеждой, Гоша. Поздравляем Гошу. Поздравляем Гошу с Международным днем защиты детей. Компания «Алроса» сегодня помогает нам осуществить мечту 5 детей. Так, поэтому мы продолжаем. 4-е письмо. Так. С города Якутска, да? Да, это город Якутск. От Матвеева Димы. Здравствуйте, меня зовут Матвеев Дима. Я учусь в 1 классе школы номер 2. Я хочу иметь машину с дистанционным управлением. Поздравляем Диму. Так, и последнее письмо. Так.
Это письмо из города Нюрба от Поликарпова Сергея. О чем мечтает Сергей? Это последний на сегодня участник нашего розыгрыша. Здравствуйте, меня зовут Сергей, мне 10 лет. Я мечтаю иметь машину с дистанционным управлением и с большими колесами. Сергей. Поздравляем, Сергей. Я от лица нашей программы хочу еще раз поблагодарить акционерную компанию «Алроса» за то, что они откликнулись на нашу просьбу поучаствовать в акции «Любимая игрушка». Акционерная компания «Алроса» поздравляет всех детей Республики Саха-Якутия с Международным днем защиты детей. И на пороге нового тысячелетия хочется, чтобы все дети были просто счастливы. До свидания, до новых встреч. Бачаңы дери саха сиринне бин